Ребятушки, всем привет! Ребятки, очередной выход на рыбалочку. Сегодня собираемся отрыбалить в очень красивом месте. Правда, я не знаю, доберемся, не доберемся. Но сегодня, ребят, постараемся сделать красивую рыбалку, красивый контент. Так что, я думаю, будет все классно, все шикарно. Сейчас нахожусь у себя, ребят, в таком местечке. Здесь мое энное все. Здесь и кухня полевая, маленький домик летний, баня. И собака живет у меня здесь, там сараки, инструмент. Ну, ребят, здесь все у меня. Сейчас в данный момент, ребят, идут сборы. Пила, лодка, какой-то скраб. Все, здесь у меня прикормки, ребят. Ну, сейчас собираюсь просто. И сейчас в данный момент здесь все. Рыбалка начинается, ребят, с этого места, потому что здесь у меня хранится мое все. Здесь я вяжу снасти. Не в душной квартире, а вот прихожу здесь вечерком или какой-то выходной и вяжу здесь снасти вот на этом столике. Там стоит столик конкретно для чистки рыбы. Ну и также рыбалка заканчивается здесь, потому что приезжаю, здесь сушу лодку, разлаживаю снасти, занимаюсь трофеями. Вот там на столике, там дровишки, мангальчик. И такая ситуация, ребят. Здесь же опять же, ребята, огородик, все свое, свеженькое, лучок, петрушка, туда-сюда, морковочка, ребят. Здесь какие-то ингредиенты я с собой набираю в рюкзачок. И потом мы отправляемся отсюда уже куда-то вперед в дорогу. Ну вот так, ребят, сейчас жду машину. Сейчас должны за мной подъехать. Со мной сегодня Илья. Едем. Очень интересное место, ребят. Но я боюсь по дороге, потому что у нас дороги какие-то после дождей разбиты. И у нас очень тяжелый заезд. Сейчас все, готовлюсь. Собираюсь. Ну и все, ребят. Пожелаем мне удачи. А вам приятного просмотра, ребят. Так что не выключаемся. Следующий маршрут, ребят, у нас идет заправочка автомобиля. Так, ребят, секундочку. Надо открутить. Опа. Кстати, ребят, цены на бензин очень не радуют. Вообще жестко. Такие цены, ребят, что сейчас проще пешком, наверное, ходить. Погода, ребят, у нас шикарная. Кстати, ребят, погода на северо-востоке. Сейчас в данный момент, где мы на северо-западе, где мы сейчас находимся. У нас погода, ребят, лучше, чем в Сочи. Хотя живем на севере, ребят. Жара 30 градусов. И это будет еще неделька, наверное, если не более. Так что очень классно. В этом году лето удалось, ребят, хотя в прошлом году была беда вообще. Но опять же, вода очень большая, ребят. Созванивался за пару дней с мужиками, с рыбаками. Вода, говорит, очень большая, ребят. Не знаю, как что будет у нас происходить, но сегодня едем мы за трофеями, за хорошей рыбалкой. Деревенский магазин и заходим, покупаем что-нибудь там, какое-нибудь мясо там или что такого, ну, сигареты там, вода, ну, что не добрали. Сейчас заходим в магазин. Так, ребятки, в магазинах, в деревнях шансончик бомбит. Сегодня на рыбалку, ребят, заехали закупиться маленько. Просто радует шансон. Прям в детском питании шансон долбит, нормально. Недавно, ребят, буквально 3 дня назад было день рождения у моего кореша, у Александра Устаева, блогера с Печоры, ребят, конкретный мой знакомый, потому что мы с ним еще ни разу вживые не виделись, но созваниваемся, списываемся. Очень адекватный парняга, и мне с ним вообще по кайфу делать вещи. Саня, от меня большой респект, долгих лет и всего самого-самого. Так что на связи. Проезжаем, ребят, реку Сысову, мост Антон. Вон, видишь, пляж торчит. Пляж вообще немного торчит, я тебе скажу. А там, смотри,
на островке. Народу вообще тьма. Все купается. Жара, июль. Молодежь купается. А мы едем дальше, ребятки. Ну вода, да, вода здоровая, бляха-муха. Вода здоровая. Народу тут, конечно, море, смотри. Купаются. Смотри, ребят, дорога изменилась маленько, уже дорога намного хуже. В плане асфальта, но есть асфальт еще. Так что пока прием, пока есть асфальт. Все, ребят, учимся по деревне. Очень старая церковь стоит впереди. Сейчас маленько покажу. Вот там, ребят, такая. Сейчас зайдем в местный магазин, ребят. Хочу показать вам магазины. Что это как. Такие магазинчики, ребятки. Старенькие весы, старенькие печечки, старенькие. Можно возьму, да? Пиво есть у вас? Ну вот есть только это. Ага. Жара у нас новая. Дай полтинник слышим, да? Сейчас я несу. Такие, ребят, супермаркеты у нас на окраинах. Вот такая, ребят, церквуха стоит. Красавица. Но старая. На обратном пути, может, ребят, зайдем, покажу вам что-нибудь. И вот такой магазин с печным отоплением. Вот так, ребят, и живем. Вот так и живем. А вот доска объявлений, ребят. Пойдемте посмотрим, что тут есть, что есть интересного. Дорогие братья и сестры, ну это все церковное по поводу вот этого получается. Детский духовный, наверное. Все церковное. Тоже все церковное, ребят. Чисто все церковное. Мы едем далее. Иван-чай надо собрать завтра. Куда деваться надо? Вот, ребят, какая у нас, Илюха, деревня? 4-я, да? Последняя, но все, да? Последняя деревня, ребят. И все, мы спускаемся с асфальта. Все, сейчас у нас ждет тайга. Я не знаю по дороге, как что будет. Вижу, что машина уже стоит. Это немного напрягает. Вот такая деревня, ребят, в конце наш провожает. И сейчас будем заезжать, пробовать. Что-то как. Ребят, смотрите, палаточный городок опять же стоит. Люди отдыхают, загорают. Мы вроде ручей пересекли, ну и вперед вот. Сейчас пока по полю, а потом дальше Большие, больше. ребят, Приколюхи. Машина кипит уже. Тут деревья небольшие. Давай. Такие жишки, такие есть. Вроде пока все нормально, ребят. Кстати, ребят, Илюха починил ласточку и за этот месяц отдал 12 тысяч рублей, ребят, чтобы наша машинка бегала. Карбюратор почистили, новый генератор и новое зажигание. А вот тут уже, ребят, беда. Тут уже бэп-бэп. Ты наступи-ка вот туда, вот, посередине. Тут уже беда. Ребят, такая жижа. Но вроде как твердо. Я в бронях попробовал. Сейчас попробует Илюха пройти вот это все дело. О, нормально. Шикарно прошли. Ну вот так впереди у нас, ребят, такие будут дистанционные приколюхи. Проверяем местно. С этой? Твердо, нормально. Отлично вообще. Правда, машина греется, ребят, очень жестко. Ужасно, блин. Ну, вроде пробираемся пока. Канава, да, где-то там канава. Местами, ребят, стараемся задом проходить и новую дорогу пробиваем по полю. Потому что, ну, накатано оно все равно, а вот здесь поле. Поле, в принципе, такое, с качками, но все равно оно не разбитое. Ищем дорогу здесь. Ну, где-то уже мы рядом, Илюха, где-то рядом уже. Ну нам надо вот за этот лесок. За этот лесок, да, проехать и все, будем уже
на месте. Вот, ребятки, вроде как добрались, ну, точнее не добрались, я еще и произвожу проверочку. Тут вот тропа такая, ну, тут рыбаки как бы, местечко знаменитое. Да-да-да, нам чуть-чуть надо выше. Что-то вроде кто-то разговаривает. Сейчас проверим на реку, ребят. Ну, чуть-чуть надо выше. И смотри, ребят, что наблюдаю. Такое плотище. Здорово, мужики! Как рыбалочка? Как успехи? Откуда плывете? Заозерье, да? Все, ребят, не против то, что поснимаю? Все понятно, на ютубе будем. Заозерье, да, плывете? Ну вот это третьи сутки у вас получается, наверное? Вчера вот 22 встали на воду. О, нифига себе, нормально. Собирали вот эту дрянь. Понятно. Что, до кого планируете? А, до Первомайска, ну то вы уже почти дома. 38 километров общая протяженность. 38. Ну, понятно. Ну, уже к вечеру, Ну так, чуть-чуть. к вечеру будете уже дома. Да. Ну все, успехов, ребят. Спасибо. Давай, удачки. Вот такие, ребят, такие мосточки встречаются. Пацаны вот так, ребят, отдыхают. Плывут, балдеют. 5 щучек взяли. Певчанский на борту. Ну там все шикарно. Ребята, нам чуть-чуть надо, чуть-чуть выше по любасику. Потому что не то пальто. Я здесь заходил, да, тот раз, когда мы чуть-чуть промахнулись. Кстати, здесь, ребят, рыбачили в октябре. В октябре. Ссылку на видео оставлю в описании, ребят. Обязательно посмотрите. Немного промахнулись, ребят. Короче, опять пробираемся по полю прям. Здесь канал у нас встретила. И мы не смогли пройти. Надо ее вот ровно, ее там пересечь. И будем на месте. А там спуск такой 6 метров. Ну, то бишь с лодкой нам не вариант вообще. Спуститься там можно одному, но с лодкой со всем барахлом мы не сможем. Давай, давай, Люк. Давай, 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 нормально, нормально, Люк. Блядь, провалился. Давай. Красавчик. Такой, ребят, мостик передолели. Ё-моё, ну все, мы дома. Мы на месте. Друзья, нашли заветную точку. Нашли заветную точку, ребятки. Вот, на ту сторону мы будем переплывать. Там у нас база будет. Здесь попробуем поставить продольник. В том коряжнике жерлицы. Ну и вот с той бровки будем кидать фидер. Не знаю, ребят, вода очень большая. Очень-очень большая. Я, конечно, в шоке вообще от воды. Хрен знает, как у нас получится. Кочки все затоплены. Будем добывать где-то минок там. Не знаю. Сейчас машина у нас там впереди. Сейчас мы ее перебазируем сюда. Ну и будем спускаться. Вот, господа рыболовы. Вот наш скраб. Пилы, прикормка, подсак, там туда-сюда, водка, пища. Но сейчас смотрю, многовато надо, чтобы человеку отдохнуть, тем более вдвоем. Но мы за один раз все это спустились такой с горы конкретной. Сейчас накачаемся. И вот на этот мысок, ребят. Там наша будет база. Там мы будем и обитать. На солнышке, загорать. Ну и рыбачить. Так что как-то она вот так. Ну вот, ребятки, фрегатик на пару у нас. Все, нам сейчас переправляемся на ту сторону. Ну, вода, ребята, ё-моё, здоровая.
хрен знает. Планы поменялись сразу моментально. Сейчас будем решать вопросы. Здесь, кстати, ребят, яма такая. И стоят рогатульки на удочку. И вот кормят, ребят, такими отрубями здоровыми. Видно, человек оставил. И костровище. Все, с Илюхой грузимся. И давай вот, переплывать. Переплавились здесь, на этот пляжик. Прикольно так наблюдать, когда нет следов. Очень здорово. Сразу разделись, ребят. Потому что жара стоит неимоверно. Ну и вот эти обрывы, помните, ребят, когда мы рыбачили, здесь уже снег был. А здесь налима ловили, добывали. Вот видно, здесь фидер уже стоял, донки или что, как вода поднялась. Здесь у нас был шалаш, Барян делал. Шалаш куда-то туда умыло. Но столик вроде как остался. И дрова он есть. Вещи таскаем. Столик вот он стоит, который мы делали. Это доска. Вот он столик. Здесь навес был, но его почему-то туда унесло. Вот он, завязанный, ветки. Сейчас плывем. А вот да, эта дощечка, на чем я резал. Вот она. Сейчас плывем туда, на обрывы. Пытаться будем добывать миногу. А вот, ребят, чистим местность. Здесь будем ставить жерлицы. Ну, пока разделись, добываем миног. Убираем коряги. Вот так. Вот здесь будем ставить жерлицу, ребят, где-то вот в этом районе. Ну, если поймаем, живца, конечно. Ну, миног вроде нарыли как будто бы. Блин, как будто не хват, все равно не хват. Замотались уже все. Ну вот, ребятушки, набрали мы вроде миног. Но только на закидку, ребят, только на закидку. Наши миножки. Вот они, ребят. Наши миножки тоже уже устают, жара стоит. Илюха помыл лодку. Илюх, да ты бы этот, как его, на кусты ее или куда? Спускай. Ну все, ребят, сейчас моемся. Очень тяжелая, ребят, трудоемкая движуха была, потому что вода большая, приходится нырять вот так. Ныряешь за миногами и, короче, как-то так. Поймали что-то? И вот, ребят, тренингисты проплывают. Это местные наши. Знаем их всех. И вот на этом пляжку, ребят, на таком таинственном будем отдыхать. Видно, следов не было никого. Классно. Тут как побережье Майами. Там такой обрывчик. Здесь будем располагаться. Сейчас, конечно, покупаемся. Поугараем маленько, пока солнышко. И начнем процедуру продольничка и так далее. Кстати, ребят, когда вот такая жара, спасает нас вот такая сумочка, холодильник. Замораживаю туда полторашку. Небольшую банку воды. И вот она все нормально спасает. Где-то у нас пиво есть. Да, или холодное? Есть что, холодное пиво? У нас 3 полторашки, что ли? Холодное пиво достань. Там еще. Пивка достань. Сейчас, ребятки, будем угорать, отдыхать на побережье Майами. А я в лесу, ребят, в тайге. Какие удовольствия, ребятки. Четкие. Но здесь, да, есть такие, ребят, моменты, то, что вот прибыты какие-то банки. Но в любом случае, с Ильей мы это все соберем. У нас тут будет все чисто, красиво, порядок. Все будет красота. Сейчас айда сысала, ребят. Будем купаться, отдыхать конкретно. Все, ну мы дела сделали. Основные дела мы, ребят, сделали. Все, то, что для процедуры, для рыбалки ночной, это все будет. Фидер в конце. Все, потихоньку погнали. Трусы потерял, ебаный рот. Нет трусов нахуй. Вообще нет, нет трусы. Да ладно. Все, друзья, немного перекусили, чай попили. Сейчас приезжали пацаны, тренингисты, и у них был эхолот, короче, ребят. Мы в итоге пробили эту точку. Здесь, ребят, реально 7 метров, 6 и идет на убыль, короче. Вот наш груз, наша веревка, наш поплавок. Все, ребят. Ну и наша основная сегодня работа, это продольничек. Вот здесь он готов.
Здесь он готов. Ну и наша нажива, ребят, это минога. Миногу мы добыли. Немножко здесь. Вот она, ребят. Трудоемкая была минога в этот раз. Но мы все равно ее нашли вот по тому обрыву. По этому обрыву. Так что, ребят, сейчас Илюха качает лодку. Отправляемся. Начинаем с 6 метров. Падаем и идем по этому обрыву туда-сюда. Поймаем, может, интересную рыбку. Кстати, есть, ребят, лицензия. Мы приобрели лицензию. Одна лицензия дается на один день. На один, получается, один рыболовный день. То бишь сегодня какое-то число, и она конкретно дается на определенное число. Все. На следующий день, допустим, она уже невозможна. На одного рыбака дается пойматься 3 стерляди. И у нас одна лицензия. То бишь мы сегодня можем добыть 3 стерляди. Так что, ребят, ставим продольничек. Ну и потом переходим на фидер. Все, как-то так. Все, ребят, кинули наш груз, получается. Вот наш поплавок, это бутылка пивная. Мы стоим сейчас на таком месте конкретном. Здесь вот тут яма 6 метров. И она пошла на убыль. И мы будем ее пробивать. У нас будет продольник стоять, получается, в течение воды 5, 6, 3, 4 и, короче, на убыль. Где-то вот там, уже возле этого бровки, я мерил там метров 2, получается. В итоге мы будем мериться вот так как-то. Сейчас все, расставляем продольничек, ребят, ну и погнали. На миножку, все как обычно. Проверочку. Так, есть стерлядка, ребят. Есть стерлядочка небольшая. Но это пойдет домой, 100%. Давай, отцепляй, держи. Первый крючок, стерлядка. Ну ты скажи, что ее так хватать нельзя. Ну да, тут, ребят, кто не ловил стерлядь, то не знает, то, что она вся шипованная, бронированная. Ну что, друзья, вечереет. Вечереет. И в итоге поставили тут фидер. Ребятки заварили прикормочку от фирмы Клёва. Кстати, туда-сюда. Есть опарыш у нас небольшой. Смастерили сейчас немного такой дедовской, ребят, жерлички. Сейчас хотим поставить в том коряжнике пару жерличек. Вот сколько мы там, 4 штучки сделали. Взяли капроновую нить, получается. Ну, в итоге получилось у нас что? Ничего не увидишь. Все замотал, да, Олег? Значит, ребят, сегодня устанавливаем дедовский способ жерлички. С Илюхой посидели вечерок на поплавочную удочку. Ну, наловили таких верхоплавочек. И сейчас в этих кустах расстанавливаем жерлички, ребят. Значит, смысл какой? Ну, в принципе, многие, может, видели такую ситуацию. Капронка у нас идет, ребят. Привязывается к дереву или к кусту. И уже идет вот так, получается, основная леска, можно так назвать. Здесь небольшой грузило и тройничок. Сильно не разматывай. Много размотал. Обман подмотай. Обман. Под корягу заведет, потом не найдем. Полметра. Ну вот, ребят, в данный момент это идет как катушка, потому что когда щука будет хватать, она будет разматывать с этого мотовила, и здесь фиксируется вот таким просто прорезом. Сейчас в данный момент насаживаем живца. Вот так. Сейчас немного отплывем. Вот. Это у нас там стоит. Все, она как мотовила пойдет. И все. И живец у нас пошел. Все, ребят. Вот таким макаром. Щука хапнет. Она сдернет с провязи капронку. Отмотает, сколько там намотано. Ну и в итоге там намотано немного. И она засекется. Ну вот тут по кустам, ребят, мы расставились. Как-то так. Настроение немного упало, потому что мы потеряли продольник. Пол продольника. Ну как бы ни было. Уже одну филядочку мы добыли. Сейчас всплывем на базу. Возможно, позанимаемся фидерами еще. Ну сейчас надо костерок разжечь, ужин приготовить, потому что время уже позднее. Мы голодные. Надо что-то поесть. Покушать.
Такая рыбалка сегодня, ребят. Как-то так. Потихонечку, помаленечку. Ну, в общем, ребят, так дела у нас процветают. Мы сейчас в данный момент на берегу. Водочка здесь, ребят. Ну, один трофейчик у нас лежит там на бережку. Сейчас я займусь им, почищу. Разожгли костерчик, ребятки. Готовим ужин. Все шикарно. Мы отлично отдыхаем. Это самое оно, то, что оно есть. В данный момент, ребят, запалили такой костерок. Навалили то, что есть. Вот сюда все навалили. Кусты, какие-то там по берегу. Илюшка уже картошку почистил, ребят. Все навалили сюда. Я там чаечек поставил. Ну вот, ребят, здесь такой столик у нас. Вот. Стоит продольничек оборванный. Но вторую половину мы знаем, где его найти. Так что ничего страшного. Сейчас поставили жерлички. Вот в тех кустах, вот где у нас светит. Ну и все, ребят, готовим ужин. Отдыхаем. Все шикарно, все полезно. Все самое оно. Главное место, ребят, такое классное. Там такой обрыв шикарный. Луна, там пляж. Такое чистое небо, ребят, над головой. Сегодня будет шикарная ночь, и завтра будет классный рассвет. Все четко. Сейчас будем готовить ужин. На ужин, ребятки, у нас жареная картошечка. Сейчас картошечку промою, и будет все шикарно. Там есть котлеты, ребят, свои домашние. Это вам такая вещь, что это нифига себе не покупные котлеты, ребят. Котлеты домашние, это домашние котлеты. Сейчас промоем картошку и будем жарить все это дело. Кстати, ребят, по бойцовскому, как мою сковородку, моем песком ее, ребят, вот таким образом. Песочек, ребят, вот таким образом. Каша малаша. И все. Сковородочка конкретно вымывается. Все шикарно. Все пойдет. Да. А сегодня на ужин, ребятки, у нас картошечка жареная. Это у меня брекает. Там еще брякает, я сидел. Салатик по-деревенски, ребят. Ну и мясо. Мясо. Без мяса мы не можем. А где, Илюха, мясо? Где есть мясо? Его надо кинуть будет сверху потом. А вот и мясо, ребят. А где доставка, который взял? Котлеты по-домашнему. Вот. Дощечка, надо сейчас ее сполоснуть здесь. Ну, все здесь сейчас сделаем. Конкретно бигульме. Зелень, ребят, своя, кстати. Все уже домашнее, все свежее. Сейчас Илюшка займется этим всем делом. Мы такие, ребят, реально такие вообще в расстройстве. Потому что, ну, очень, такая трудовая рыбалка у нас получается в данный момент. Мы заготавливаем миногу, а она заготавливается очень тяжело, и в итоге обрыв продольника. Но в итоге он на дне, мы его не будем трогать до утра, и в итоге утром посмотрим, что попалось. Но в итоге у нас уже есть рыбка, есть у нас еще рыбка, и ну как без этого, ну мы сегодня, ребят, в хорошем месте. Отлично все у нас получается. В принципе, ну, процесс нормальный. Все красиво, все душевно. Рыбка. Есть такой стол, ребят, как обычно на рогатульках. Есть такая доска. Это, кстати, что это? Это, Люх, подоконник, да? Это обделка, да? Сэндвич-панель. Сэндвич-панель, да. Вот такое, короче. В принципе, ребят, нормально вообще. Кстати, сейчас, ребят, надел налобный фонарь. Вот, сейчас светит на мне. Вообще шикарно. Сейчас покажу вам, что он имеет. Ну, вроде как-то так, ребят. Значит, что, Илья, рассказывай. Что рассказывать? Рассказывай. Жареная картоха, да? Ну да, там. Снизу.
Шницелечки. Здесь шницелёвки, ребят, по-домашнему. Они были уже, короче, заморожены. Но, ребят, мы их притащили сюда. Они уже без, тут, кстати, мясо, конкретно одно мясо. И Илюха тут зеленухи покидал, ну, типа как в ресторане, говорит, ходит базарить. Там салатик с майонезиком. Ну и все, зеленушка туда-сюда, майонезик там, хлебушек. Ну и разберемся тут. Как-то так, ребят. Хлебушек где? Хлебушек там, ребят. Ну все, ребятки, приятного аппетита. Опять в тайге, опять где-то хрен процесс, куда нас закинула судьба Ложку сегодня. свою покажи, блядь. А ложка моя большая. Самая большая. Опять какая-то матерая, зеленая, блядь. Ну, я деревянный не стал брать, а то вы обижаетесь, потому что у вас постоянно большая. Короче, ребят, мы где-то вот тут в лесу. В интересном, кстати. Здесь такой полуостров. Там пробивали, там, короче, там болото. Да, и, кстати, там, возможно, какая-то ягода растет. А так, по сути, ребят, ну, прикольном месте таком, интересном. Ну, тут пляжик, ребят. В тайге вот очень мало пляжей, вот таких интересных, где вот, знаете, он чистый пляж. Он, ну, допустим, вот где-то в населенных пунктах он постоянно в каких-то банках, там туда-сюда. А здесь реально нехоженный, он чистенький пляжик. Классно. Мы с Илюхой по-любому с утра еще здесь купнемся, подзагораем, покидаем фидера, потому что, ну, с вечера нам не удалось, мы там загрустили, у нас что-то оборвалось. Ну, не будем переживать, ребят. Мы же посидим, пообщаемся с Илюхой. Сейчас покушаем, ребят. Такой небольшой ужинок у нас. Ну и, короче, костерок. Такой обрыв, красавец. Ну и ночь. Вот ночь у нас, ребят. Все, ребят, всем приятного аппетита. Ребят, я очень доволен вообще. Просто шикарно. Вот сейчас в данный момент ночь темная. Я вот своим фонарем, ребят, проверяю просто продольник по той стороне. Блин, камера не передает. А я все вижу. Все спокойно вижу, наблюдаю. Все классно видно. Фонарь реально замечательный, ребят. Кому, ребята, интересно, ссылку, ну, в комментариях отпишусь, что за фонарь. Так что, ребят, налетаем. После ночной проверки, ребят, попался вот такой налимешка. Мы думали, он бедолага будет. Нет, он живой. Красавец. Давай, брат, расти. Я осенью за тобой приеду. Давай, друга. Иди домой. Иди домой, дружище. Братишка. О, пошел, брат. О, красавец. Попер домой. Стихию нашу родную. Ребятки, проверяю жерлицы. Вот такие, ребят, такое добро надыбали с Илюхой. Вот такая сеть, ребят, еле как ее достали. Ё-моё, блин. Да, конечно, все понятно. Она очень старая, мы кое-как ее, ребят, достали, но вытащили, чтобы рыба не путалась. Там много коряк уже всяких разных. Против сетей, ребят, реально ничего не имею, но ее реально забыли. Или она утонула. Ну, в итоге вот сейчас сжигать будем, ребят. Ребятки, утро доброе. Проверяем жерлицы. Три сняли, уже как бы нет. Здесь тоже, да, походу. Мимо. Да, тоже мимо. Показалось, что есть. Ну, ставили ночью в кустах. Сейчас в кустах жерлицы, как бы так. Ну, такие старинные жерлички самодельные. Ну, ничего не выстрелило. Ну и ладно. Смотки. Значит, рыба гуляет, ну, постоянно. Сейчас очок сделаю, да.
Ниже, блядь, подводка походу. Че? Вон подводка. Подтяни чуть ниже. Вот такая неплохая, я тебе скажу. Ух ты. Ну вот как-то так, ребят. С вечера подняли одну стерлядь. И сейчас пару головлей. Вот, лежат красавцы, наши трофеи. Головль такой неплохой. И стерлядочка. Вода, ребят, конечно, очень здоровая. Столько грязи. Фидера вообще молчали, а Илья пескаря вроде одного поймал. Ну, радует то, что у нас солнышко, ребят, тепло. Лето, наконец-то, у нас в республике. 30 градусов. Самое оно. Сейчас попьем кофейку. Потихоньку будем сворачиваться и выезжать до дома. А, кстати, вот, ребят, надо сеть, которую мы вот вчера достали. Надо будет сжечь ее. Такая сетка здоровая тут. Не знаю, сколько метров. Вот, мы ее достали вот с тех кустов. Она уже в коряге там вросла. Вот такая сетка на шнуре была. Поклевочка, ребят. Ля-ля, поклевка. В прямом эфире. В прямом эфире. И все так безуспешно, да, Илюшка? Да. Ляпочка. Такая беспонтовенькая. С утреца, пускай гуляет. Ну, потихоньку, видишь, с утра начала расклевываться. Можно, конечно, сидеть. А поедем потихоньку. Не будем заморачиваться. Немного, ребят, походили, пособирали мусор. Лежок почистили. Сейчас немного искупаемся, освежимся, ну и будем собираться. Что, круто? Кто купался на таких пляжах таежных? Да никто, наверное. Так, мальца, вот ходим, собираем всякий разный мусор. Остается от рыбаков. Или от туристов, я их так называю, туристы. Потому что нормальные рыбаки так не делают. Так сжигаешь потом или увозим. Ну тут увозить у нас не получается, потому что здесь жесткий подъем туда идет. И мы не сможем это все тащить, потому что хлама много с собой. А так мальца сжигаем, пока время есть. Хоть немного, природа чище будет. Что, ребятки, подведем итоги. Закончился еще один ночной выход такой, можно сказать, в новых местах. Отдохнули, в принципе, отлично. По рыбе не важно, но нас это не отчаивает никак вообще. Так что через недельку в любом случае, ребят, поедем на рыбалочку. Ну, все, будем прощаться. А у нас впереди тяжелая дорога. Вот такие некрасивые спуски. Так что, ребят, на связи.